Меня зовут Тимофеева Кеней. Я ведущий специалист Центра технологического предпринимательства Орех ЦБФУ. Работаю здесь еще экспертом по дизайну. Ну и вообще я в МПИТе, наверное, вообще начало с 2017 года, как я помню. Но в детстве я росла в деревне до 6 лет. Очень помню, что там было классно, атмосферно. Помню дедушку. Очень было интересно все, что происходит вокруг меня. Интересовалась тем, что вообще все как-то слишком ярко, все очень классно. Как-то такое было у меня детство. Ну и потом уже в городе тоже очень много чего было интересного тоже. Но в основном я была, конечно, человек, который веселым, радостным, слишком много фантазировала. Эти фантазии свои же рассказывала своим родственникам, и они всегда смеялись над этим. Вот. Ну, в детстве я хотела стать, наверное, переводчиком, потому что мне это было интересно, больше гуманитарное направление. Но с возрастом я уже понимала, что, наверное, надо что-то серьезное, как-то мне так показалось. И я ходила уже, сама по себе рисовала, и мама моя художница была, поэтому это очень повлияло на мою дальнейший выбор профессии, и я поступила на архитектора. Школу я особо так и не помню. Я больше помню студенчество, потому что в студенчестве я встретила именно ребят, с которыми до сих пор держу связь. И очень много было. Я всегда интересовалась с разными вещами и так далее. Направление у меня было тоже, как сейчас. Это изучала направление творчества, плюс еще проводила какие-то разные мероприятия, там с разными людьми встречаешься. Наверное, в студенчестве как раз это сформировалась такая ячейка, где у меня собрались люди разных направлений, с которыми до сих пор общаюсь. Отец у меня водитель, а мама художница, и она очень рукодельная, очень творческий человек. И брат тоже мой занимается больше таким тоже творческим направлением, но он больше такой видеосъемками и фото занимается, а сестра, сестра отличается, да, сестра она медик, это такое направление, да. Себе же всегда говорят, надо посерьезнее, а творчество иногда некоторые семьи не воспринимается серьезно, а вот что-то такое медик или полицейский, это обязательно. Но вообще IT, наверное, у меня начался во время студенчества, когда я изучала Photoshop, потому что в архитектуре эти направления, они есть, hard-скиллы, soft-скиллы, и все равно ты с этим сталкиваешься, и потом уже я поинтересовалась, почему бы и в дизайн не пойти, потому что архитекторы — это такие универсальные люди, у которых все это есть, то есть у них это и композиция, и в дизайне они там тоже все это смотрят, рисуют. И они могут стать и иллюстраторами, и интерьер-дизайнерами, и веб-дизайнерами, и это вообще для них это не проблема. Я сейчас больше как организатор провожу именно студенческие хакатоны, моя профессия IT. Наверное, уже 4 года нет, 2 года точно провожу. И сейчас как-то больше и как эксперт тоже привлекаюсь по дизайну. Такой человек, который оркестр, и может быть и организатором, и экспертом, и менеджером, лишь бы это по обстоятельствам посмотреть.